Здравствуйте, на телеканале БСТ. Время подводить итоги недели. В студии Анастасия Чебаева. И сейчас коротко о том, что ждет в выпуске. Тепло дорогого стоит. Жители республики готовы уже согреваться платежками за отопление. Давать большие суммы за то, чтобы не замерзнуть, могут не все. Все больше и больше приходит квитанции. Но такое же не может быть. Изменения в расчетах, погода или неправильное начисление, что стало причинами заоблачных сумм. Если обратить внимание на квитанцию, горячее водоснабжение, почему-то они считают в килокалориях. Лас-Вегас по-уфимски. Горный бизнес в подполье. Наша съемочная группа отправилась по столичным игровым клубам. Выбираете сумму и нажимаете кнопку «Старт». Она будет крутиться. В Уфе действовала сеть подпольных игровых клубов с однорукими бандитами, но прибыль заведения своим хозяевам уже не принесут. В таком городе, как Уфа, прибыль такого заведения в месяц может достигать нескольких миллионов рублей. Проезд закрыт. Уфимцам придется искать обходные пути. Путепровод на Заки-Валиди ждет масштабная реконструкция. Будем прорабатывать решение внедрения адаптивной системы управления дорожного движения, так называемый умный светофорный объект. Ради чего уфимцам придется терпеть неудобства и как не застрять в пробках. Русский академический драмтеатр осиротел. Ушел из жизни Михаил Рабинович. Я буду служить этому театру и все силы отдам до конца. Человек, который был больше, чем руководитель. Он ушел, но не покинул театр. И для молодых актеров, и для старшего поколения был отцом. В Салаватском районе столкнулись два пассажирских автобуса. Авария произошла в 2 часа дня возле села Татарский Малаяс. Девочка 2007 года рождения и 6-летний мальчик погибли сразу. 11 человек госпитализированы в Мисягутовскую центральную районную больницу. 2 девочки в тяжелом состоянии доставлены в реанимацию. Сейчас за их жизни борются врачи. Водитель одного из автобусов рассказал свою версию произошедшего. С его слов, во всем виновата неизвестная легковушка. ДТП произошло из-за легковой машины. Он у меня на дистанции ехал и резко затормозил. Я по тормозам дал, зацепил этот сугроб и меня вынесло на встречную полосу. И произошло столкновение. Прокуратура уже организовала проверку по факту ДТП. Ограничения в движении ввели сегодня для большегрузов на участке трассы М5 Урала. Оно будет действовать до полуночи сегодняшнего дня. Однако, если верить прогнозам МЧС, ситуация с непогодой только ухудшится. Ночью в республике ожидается облачность, сильный снег и ветер, а порывы будут достигать 18 метров в секунду. В отдельных районах гололед, снежные заносы, накат и ухудшение видимости до 500 метров и менее. Сегодня в Уфе на борьбу со снегом вышли 44 единицы спецтехники, а также дорожные рабочие. Неприятный подарок на новогодние праздники получили уфимцы. Декабрьские платежки за отопление ввергли в шок жителей столицы. У многих счета приблизились к 10 тысячам рублей. У кого-то и вовсе превысили эту сумму. В отчаянии горожане даже записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой разобраться с тарифами. Тем временем указом главы республики создали рабочую группу по вопросу повышения цен за отопление. Мой коллега Азат Садреев также попытался разобраться с причинами возникновения заоблачных счетов. Все больше и больше приходит квитанции. Но такое же не может быть. Почему же они у нас-то все, с нас все больше и больше берут? Ответы на эти вопросы жители дома номер 128/1 по проспекту Октября и соседних многоэтажек пытаются найти сообща. Собрание организовали прямо в бойлерной, куда тепло поступает из распределительных сетей и попадает в квартиры. Но за декабрь счета выросли от 30 до 70%. Я в том месяце заплатила это 2380,19, а в этом месяце мне за декабрь пришла уже... У нас ничего не поменялось. Никаких ремонтов у нас дома не было, ничего. А вам как-то объясняли вам еще эти повышения, за счет чего? Ничего нам не объяснили, нам никто ничего не объяснил. Нам просто пришла квитанция вчера. Ну такое же не может быть. Вот было ноябрь 2,918,26. Сейчас за декабрь начислили 4,14. Это двухкомнатная квартира в Хрущевке, 46 квадратов.
Рост платежей представители ресурсоснабжающей компании «Башртс» связали с холодным декабрем. В 2020-м он был в среднем на 8 градусов ниже, чем годом ранее. К тому же изменился порядок оплаты. С осени 2019-го все жители республики платят за отопление 8 месяцев в году, а не 12, как ранее. При наличии теплосчетчиков в самые холодные месяцы года, это декабрь, январь, февраль, сумма будет выше, чем в относительно теплые весенние и осенние месяцы. Это связано в первую очередь с увеличением потребления тепловой энергии в жилом доме для поддержания комфортной температуры в квартирах. Отмечу, что итоговая сумма начисления за год в домах с приборами учета практически не изменилась. Да, сумма зимой выше, но это компенсируется, во-первых, отсутствием начислений в летний период, а во-вторых, нет необходимости проведения ежегодных корректировок. В региональном центре общественного контроля в сфере ЖКХ считают, что на одни и те же грабли Башртс наступает не первый раз. По словам Анатолия Дубовского, в не столь морозные дни батареи просто перетопили, и некоторым уфимцам даже приходилось спать с открытыми форточками. Отсутствие системной работы с энергоэффективностью они называют одной из причин завышенных тарифов. Их не интересует прозрачность начисления. Им главное была бы мутность, в которой можно было бы вот так вот безответственно и относиться, и вот такие делать начисления. Мы внесли предложение в органы власти принять нормативно-правовой документ, который бы наложил вето и запретил в случае превышения совокупного платежа на 25-30%, запретил бы ресурсоснабжающим организациям выставлять платежки без согласования с контролирующим или надзорным органом совместно с общественностью. И только после этого нужно было бы, мы считали, можно было бы выставлять, только доказав общественности и контрольным органам правильность вот этих действий. А здесь же ничего нет. Как и многие уфимцы, жители дома номер 128/1 по проспекту Октября тоже обратились в Башртс за разъяснением. Людей интересует не только увеличенный платеж за тепло, но и почему израсходованную горячую воду им посчитали не в кубометрах, а в тех же гигакалориях. И есть нюансы. Вот если обратить внимание на квитанцию, вот горячее водоснабжение, почему-то они считают в гигакалориях, вот моей квитанции, и считают по тарифу, воду считают по тарифу 2198, как и отопление. Также внизу тоже отопление есть, тоже гигакалории, тоже по тарифу 2198. Тоже немножко есть вопросы по этим же квитанциям, вот, которые люди получили, и я получил. В связи с общественным резонансом разбираться в непростой ситуации будут члены Общественной палаты республики и рабочие группы, созданные по указу главы Башкортостана. Госкомитет по тарифу обязательно должен вот это тоже вникать, а не просто сложить ручки и ничего не делать. И, соответственно, я полагаю, что, в принципе, то, что рабочая группа сегодня создана, я надеюсь, что вот это все разберется. По словам экспертов, еще одна причина проблемы кроется в том, что не во всех домах установлены общедомовые счетчики, а там, где они есть, не всегда данные передаются поставщикам тепла корректно. Избежать неточностей планируют установкой модемов для автоматической передачи показаний, но они тоже стоят денег, и часть затрат ляжет на жильцов. Азат Садреев, Роберт Давлетбердин, Азат Узбеков и Атхат Анваров. Итоги недели. Уфа. В связи с перекрытием развязки в районе Бельского моста уфимские предприятия и учреждения изменят режим работы. В мэрии уже передвинули график на час раньше для снижения плотности дорожного движения на въезде в город. Теперь сотрудники администрации будут работать с 8 утра до 17 часов. Такой же график и у всех МУПов. Вопросы, замечания, ответы о реконструкции путепровода прозвучали на круглом столе с участием журналистов, блогеров, чиновников и строителей. Радмир Азнабаев продолжит тему. К концу новогодних каникул вся Уфа встала в ступор и пробки. Транспортную развязку на пересечении проспекта Салавата Юлаева и улицы Закива-Лиди закрыли на реконструкцию. Схему движения изменили, но большинство автолюбителей узнало об этом постфактум, что усложнило положение. Конечно, информация о ремонте появилась на сайте мэрии еще 30 декабря прошлого года, но срок в чуть более недели оказался недостаточным для информирования города-миллионника. Тем более, что проект реконструкции был утвержден еще в 2017 году. Вопрос стоял несколько лет, но так как деньги были выделены только в декабре 2020-го, тогда и стало понятно — ремонту быть. Было очень много споров, дебатов, так называемых круглых столов, но не с участием вот СМИ, как сейчас мы, общественных деятелей, да, а в формате, значит, проектных институтов, специалистов в области улично-дорожного хозяйства. Свое недовольство горожане выражали в соцсетях, а кто-то, стоя в пробке на въезде в город, разглядел в полудемонтированной надписи намек на сложившуюся ситуацию.
ситуацию. Но необходимость в реконструкции действительно есть. В 2007-м проект проспекта Салавата Юлаева сдали, но уже тогда было понятно, что развязки неполноценны, кроме той, что находится на пересечении с улицей Сагита Агиша. Ни лепестков, ни съездов. К тому же путепровод уже не справлялся с нарастающим потоком и находился в предаварийном состоянии. Сейчас он имеет 4 полосы, по 2 в каждом направлении, но после реконструкции их будет 6. Он запроектирован под старые нормативные нагрузки. С каждым годом, с каждым пятилеткой, скажем так, десятилетием, нагрузки эти меняются. Появляется наиболее транспорт большей вместимости и загруженности, и нагрузки, требования к этим нагрузкам поднимаются. Сейчас мы доведем до параметров современных нагрузок. После обновления проблем с проездом не будет как минимум 10 лет, уверяют чиновники. Планируется увеличить до 30% пропускной способности. Также под проспектом появится еще одна обособленная полоса для движения. Для этого удлинят балки пролетного строения. Прямо пройти светофор там. Там на светофоре, в смысле, развернуть? Светофор там. Хорошо, понял, спасибо. Доброго. В первые сутки госавтоинспекторам еще приходилось объяснять пути проезда, но представители заказчика работ считают, тестовый день прошел успешно. На транспортной развязке будет организовано дежурство специалистов для оперативного реагирования при внештатных ситуациях. Это сотрудники ГИБДД, а также работники Уфагорсвет, которые в ручном режиме будут регулировать работу светофоров. День был показательный для нас, и как вариант будем прорабатывать решение внедрения адаптивной системы управления дорожным движением, так называемый умный светофорный объект, который в автоматическом режиме будет считывать данные о потоках по тому или иному направлению и принимать решение о увеличении или сокращении длительности горения светофора. Также мэрией Уфы было принято решение изменить рабочий режим из-за ремонта развязки. В самой администрации уже передвинули график на час раньше. Теперь сотрудники будут работать с 8 утра до 5 вечера, как и другие муниципальные служащие Уфы. А это порядка 20,5 тысяч человек. Связано это с тем, что расчеты показали, что пико-транспортный поток достигает с 8:10 до 8:50. Чтобы разгрузить въезд, мэрии было принято решение сместить время работы сотрудников. Сейчас объезды для водителей открыты по обе стороны развязки. Что касается общественного транспорта, то он будет двигаться по объездному маршруту. При этом автобусные остановки останутся без изменений. Тем не менее, теперь уфимцам необходимо учитывать увеличение времени поездки. Чтобы, например, не опоздать на рейс, чиновники советуют ехать в аэропорт через Затон. Это позволит избежать заторов, а второй путь по отремонтированной улице Пугачева. Через нее выйти на Нагаевское шоссе, а затем уже на федеральную трассу М5. Первый этап реконструкции, который откроет движение по путепроводу, закончится 30 ноября этого года. После будут обустраиваться уже съезды. Радмир Азнабаев, Эмиль Тимашев, Роберт Давлетбердин и Родион Матвеев. Итоги недели. Уфа. Лас-Вегас в подполье. В Уфе правоохранители закрыли сеть игровых клубов. Вместо автоматов – аналогичные программы на мониторах компьютеров. Подобные заведения в России, за исключением некоторых зон, были запрещены еще в 2009-м. Но в обход запрета в Уфе действовало несколько точек. Под видом клиентов в один из подпольных игровых клубов проникла и наша съемочная группа. 17-й? Да. Там, получается, как игры надо выбрать? Да, там к администратору подойдете, она... Он объяснит. Да. Так, можно на 500 пока? Да, конечно. Надежды, что получим свои деньги обратно, да еще с прибавкой, особо нет. В зале несколько десятков мониторов. Автоматы свое отжили. Теперь все в компьютерах. Клиентов хватает. Кто-то приходит даже со своей второй половинкой. За игрой спиртным время летит быстро. Доброжелательные сотрудники, как и обещали на кассе, объясняют правила игры. Выбираете сумму и нажимаете кнопку «Старт». Она будет крутиться. Ага. Если вы, допустим, захотите снять деньги, вам нужно обязательно нажать на вот эту кнопку «Коллект». На счету 500 рублей. Для выигрыша необходимо, чтобы в одной или нескольких строчек символы выпали в определенной комбинации. Ставки делаем небольшие. Нам спешить некуда. Ход 6 рублей, но уже через 10 минут от суммы остается чуть больше половины. Так как мы новички, совета решили спросить у бывалых. Какую вам нравится играть? А здесь не угадаешь. По-моему, сегодня вообще играть противопоказано. А вот мужчина играет по-крупному, ход 20 рублей. Так что неудивительно, что вскоре сумма в несколько тысяч тает. Нервы не выдерживают, и игрок уже громко начинает подсчитывать убытки. 7 тысяч за вечер. Нихуя не делаю, я разъебу этот аппарат. Я завтра, я сегодня заеду с ребятами, я уебу все, что здесь. Если вы думаете, что я идиот, я покажу вам, что я не идиот. Сотрудники после безуспешных попыток успокоить клиента и уже летающих стульев начинают вызывать подмогу, а мы вместе с игроком и одним из охранников выходим подышать воздухом. Вчера подымали. Аппарат 2-3 тысяч ни разу не дает, это ненормально, такого не бывает. Покажи мне один аппарат, который так играл. Допустим, один игрок там проебывает, а второй игрок
Вот это проебывают, поднимают. А это уже были откровения охранника. Все, что нужно, мы увидели и услышали. Обратно возвращаемся, уже выйдя из тени. Таким посетителям сотрудники заведения охрана и явно не рады. Телеканал БСТ, минут Анастасия. Можем с кем-то поговорить? Сейчас, секунду, не проходите. У нас видеосъемка запрещена. Вот здесь вот администратор. Я охрана вообще, я не знаю, что здесь находится. Так обступили прям нас. Бойтесь, я стрелять не буду. Будьте добры. Здесь нет ничего. Будьте добры. Просто у нас видеосъемка, вот камеру выключите и пройдите. То же самое, что я говорю. Вот, пожалуйста. Ваша табличка имеет такую же силу, как надпись на заборе. Но охранники встали в буквальном смысле грудью на защиту заведения, которое, судя по их словам, они не понимают, чем занимается. В какой-то момент нам удается прорваться внутрь. Общаться с нами администратор уже отказывается. Поговорить с начальством, заверяет девушка, тоже невозможно. И пускается в бега. А после догонялок сотрудники заведения, видимо, решили сыграть с нами в прятки. Что происходит? Почему затушили свет? Вы же работаете круглосуточно. Клиенты к этому времени покинули заведение. У кого-то, кстати, на счетах еще оставались деньги. Один из игроков разоткровенничался с нами уже на улице. Я свои деньги теряю, не чужие. Ну, вы могли на них что-нибудь получше придумать. Ну, извините, а у нас-то в России что творится-то? Мне вот сегодня вот зарплату дали 8 тысяч, это нормально? И вы решили их проиграть? Нет, я о семье думаю, что наперед вам. Как дальше жить? На Новый год-то вот деньги нужны. Понятие «думать о семье» у мужчины, видимо, искаженное. Способ увеличить и без того маленькую зарплату, конечно, сомнительный. Заведение находится в центре города под вывеской «Вексельная система». Наши видеозаписи мы показали экспертам. И все, что запечатлено на видео, говорят специалисты, не что иное, как игровой клуб или по-другому подпольное казино. Многочисленные сходства и в алгоритме отображения, и графический пользовательский интерфейс. Это современная версия классического игрового автомата, так называемого однорукого бандита. Вячеслав Хайруллин занимается судебными компьютерно-техническими экспертизами. В кабинете более полусотни процессоров. Все они еще недавно помогали хозяинам подпольных игровых клубов зарабатывать деньги. В таком городе, как Уфа, прибыль такого заведения в месяц может достигать нескольких миллионов рублей. Часто прикрывает свою деятельность либо псевдо-букмекерской деятельностью, либо торговлей биржевыми, внебиржевыми активами, векселями. Руки! Залезли. В гости в игровой клуб уже не заходим, а врываемся вместе с ОМОНом и сотрудниками ОБЭП. Одновременно такой визит правоохранители совершили еще в несколько точек. Оказалось, работает целая сеть на разных концах города. На мониторах уже знакомые игры. В кассе внушительные стопки купюр, на экранах ставки. Правоохранители проверяют, вдруг клиенты употребляли не только напитки из бара. А вот в кабинетах оперативники находят печати различных организаций, одна из которых 23Bet, еще одна сеть подпольных игровых клубов, которую правоохранители не так давно прикрыли. А располагалась она, вот совпадение, точно по тем же адресам, что и эти лже-вексельные системы. Я здесь каждый день играю. В районе 10-20 тысяч выигрываю. А просаживаете сколько? Ну, тоже нормальное количество. А знаете, что здесь находится вообще? Ну, автоматы. К нашему удивлению, за компьютерами сидят и пожилые люди. Вот этой женщине 70 лет. Свое время и пенсию она тратит на игры. Вы сюда с какой целью ходите? Горе свое. С проигрышем денег? Вы меня воспитываете, не имеете Я не права. воспитываю, Мне я просто 70 лет, и все, поэтому вы сначала ликвидируйте. Ликвидируйте все это. А как вы можете спросить ликвидировать, если сами сюда ходите? Ну, потому что... Но ответить на это пенсионерке было нечего. Женщина лишь продолжила обвинять всех, кроме себя, в том, что она здесь присутствует. Но азарт, видимо, так силен, что остановиться у некоторых не получается даже в такой обстановке. Один из игроков продолжал спускать деньги. Сердце таких клубов – сервер. Там хранится главное – данные и статистика. Вот, обманочка. Видишь, обманочка идет. Не такие сервера находили. Организаторы попытались не просто спрятать сервер, но еще и напичкать проводов, чтобы добраться до него было не так просто. По сути, вот и все. Платка, питание от блока питания 5 вольт и интерфейс. Причем это китайская подделка, не оригинал. До 25 машин, по-моему. Все в нем. Мини-компьютер.
На мониторах ставки клиентов 2800, 6200, и это лишь малая часть того, что за вечер спускают в этом клубе желающие, как выражаются сами, поднять деньги. Но стоит признаться, тут и вправду зарабатывают огромные суммы, но только не те люди, что сидят за компьютерами. Посуда из природных компонентов и продукция из экологически чистого сырья. Ради Хабиров ознакомился с работой предприятий по производству керамических изделий и мясных полуфабрикатов в Бирске. Также глава республики прошелся по Октябрьской площади города, которая была благоустроена после победы на всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Все подробности Руслана Батыргареева. Глина, бессвинцовая глазурь и молоко – только натуральные природные компоненты и традиционные технологии. Бирская керамика – единственное предприятие в стране, где в серьезных масштабах производит посуду для ресторанов. Среди заказчиков Санкт-Петербург, Рязань, Краснодар и многие другие города России. Сейчас делаем до 3,5–4 тысяч штук в месяц изделий. Хотим расширить производство, в среднем где-то хотя бы до 30–40 тысяч изделий в месяц. Заказов очень много. Сейчас подписываем большие контракты. Не только посуда для ресторанов, но и сувенирная продукция. Керамические изделия ручной работы здесь начали производить в 2016 году. А уже сегодня у руководства предприятия новые планы – расширять производство и ассортимент продукции. Такую инициативу поддержал и Ради Хабиров во время посещения Бирской керамики. Глава республики предложил обсудить перспективы развития предприятия на одном из заседаний в формате инвестчаса. Но самое главное, давайте приходите ко мне, и там на месте, я думаю, порешаем вам поддержки. Спасибо большое. А вот Лиану Байдемирову глава Башкортостана пригласил уже на сельский час, чтобы там обсудить более подробно перспективы развития ее предприятия. Хотя особых проблем у руководителя цеха полуфабрикатов нет. Единственный вопрос – сырье. Иногда возникают трудности при поиске качественной говядины для производства. Мясо мы закупаем в Илишевском районе, только у одного поставщика. А так бы хотелось, конечно, чтобы много было производителей, таких фермерских хозяйств, которые будут поставлять. Сейчас мы разговаривали с Лианой Владимировной. Она говорит, я мясо найти не могу. Представляете? А в Баймак я приезжаю, мне в Баймаке говорят, мы не знаем, куда мясо сдавать. Вот это как раз государство должно этим заниматься, наш Минсельхоз. Поэтому мы договорились тоже на самый ближайший сельский час придут, и мы рассмотрим вообще в целом ситуацию с пельменными производствами, с перерабатывающими производствами. Вот по Бирску возьмем и меры поддержки подумаем, какие. В 2019 году Бирск стал победителем всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. В итоге на благоустройство Октябрьской площади и сквера имени Ленина из федерального бюджета было выделено 75 миллионов рублей. Общий же объем финансирования превысил 178 миллионов. В итоге главная городская площадь полностью преобразилась. Среди множества исторических зданий было создано единое пространство с использованием самых современных архитектурно-планировочных решений. Здесь и амфитеатр, и сухой фонтан, и зона отдыха с детской площадкой. Здесь вот тот пример, что очень комплексно подошли. Тут не только площадь сделали, подъездные улицы сюда сделали, и фасады все облагородили, и вообще появились новые такие детские площадки. Очень понравилось, очень понравилось. Ну вот мы готовимся же, Бирск у нас столица, ежегодно мы будем проводить именно здесь День семьи, любви и верности, 8 июля. В общий архитектурный облик Октябрьской площади лаконично вписалось и новое здание Духовно-просветительского центра. Объект на территории Свято-Троицкого кафедрального собора возвели меньше, чем за год. Строительство стало возможным благодаря субсидии Федерального агентства по делам национальностей. Как вы видите, здание оснащено всем необходимым. Для работы в этом здании привлекаются не только духовенство Бирской епархии, но также представители научного сообщества. Здесь будут проводиться просветительские встречи, беседы с молодежью на межконфессиональные темы, подниматься вопросы воспитания подрастающего поколения. Здание оснащено всем необходимым. Одно из помещений центра подготовили для оборудования спортивного зала. Представители епархии обратились к главе Башкортостана оказать содействие в закупке тренажеров. Ради Хабиров поручил рассмотреть варианты поддержки этой инициативы.
Еще одно поручение руководителя региона – проработать возможность выделения средств на ремонт крыши Свято-Троицкого кафедрального собора. Также в этот день глава республики осмотрел старейший Михаило-Архангельский храм, который в 2016 году посетил святейший патриарх Кирилл и совершил в нем молебен. Руслан Батыргареев, Роберт Давлетбердин и Владимир Шевчук. Итоги недели. Бирск. Печальная новость пришла из Русского драматического театра. Накануне в Уфе скончался его бессменный художественный руководитель Михаил Рабинович, который занимал эту должность более 20 лет. Человек, без которого теперь уже сложно представить хоть одну постановку. Самый известный режиссер башкирской столицы, заслуженный деятель искусства России. Уход мэтра для зрителей и коллег по цеху оказался настоящим ударом. Даже в свои 81 у него было еще много сил, чтобы продолжать творить. Пока я буду нужен, пока я что-то умею, я буду служить этому театру и все силы отдам до конца. И он действительно отдавал всего себя без остатка. Михаил Рабинович болел за родной театр всем сердцем, понимая, что за ним стоят люди. Многие годы выстраивал грамотную политику, сделав так, что даже в самые сложные для страны годы зрительный зал всегда был полон. Каждый раз делая так, чтобы постановка не стала, что называется, проходной для галочки. Вот ребенок рождается, нужно сделать так, чтобы он крикнул, правда, обязательно. Вот. Также у нас. Можно смело говорить, что наш театр – театр дружбы народов. Поставленные им спектакли, а их более 50, получали высокие оценки профессионального сообщества, становясь событием в театральном мире. Он обладал уникальным режиссерским почерком, особым глубинным взглядом на мир и на человека. Самый первый спектакль в 1983 году «5 романсов в старом доме». Это был переворот какой-то вообще в театральной жизни Уфы. И произошел тот слом, после которого наш русский театр стал таким прославленным, стал таким посещаемым, куда, если вы хотите попасть, нужно брать билеты намного-намного заранее. Михаил Рабинович постоянно находился в поиске, брал в работу совершенно новые, еще не освоенные театром пьесы, пробовал себя в непривычных жанрах, всегда скрупулезно подходил к выбору репертуара. Тема о чем? Это всегда социальные пьесы, это всегда те пьесы, которые зрители бередят, тем более как он художественный руководитель, как режиссер, он умел это делать хорошо. Человека уже нет. Нашего родного, нашего уважаемого, нашего, не знаю, как дальше. Одной из важнейших для мастера была тема Великой Отечественной. Его спектакли «Эшелон», «Отпуск по ранению», «Луна» и «Листопад» всегда находили душевный отклик у зрителя. Возьми меня с собой! Приказ! Возьми меня с собой! Возьми меня с собой! Возьми меня с собой! Убери руки сразу, Алина! Иди. Иди. Не надо, не трогай меня, иди. Пока не уговоришь, ко мне не подходи. Иди, Любовь. Вот давайте. Уже сами репетиции были отдельным представлением, где Михаил Рабинович взращивал, воспитывал, придавал огранки таланты вошедших в труппу актеров. Для молодых актеров и для старшего поколения был отцом. Отцом и в профессии, и вот в организации театральных дел. Открывался очередной сезон, и мы видели его, и думали, что жизнь продолжается. И удивлялись, что, несмотря на этот возраст, вот он такую вот энергию сохраняет в себе. А ведь в театр Михаил Рабинович пришел, невзирая на протесты родителей, по воле которых, кстати, и поступил в авиационный университет. Некоторое время после окончания вуза он даже преподавал технические дисциплины. Впрочем, творческое начало все же взяло верх. Далее Щепкинское училище и первое назначение – режиссер в Дагестанском драмтеатре. Всю свою жизнь Михаил Рабинович жалел лишь об одном – родителям так и не удалось посмотреть ни одну из его постановок. Мы живем в России, а российский театр – это такой театр, у которого учатся все. И немцы, и французы, и англичане учат, и итальянцы учатся у русского театра, как играет артист. В Русском драмтеатре Михаил Исакович проработал почти 38 лет. За большой вклад в развитие театрального искусства он был награжден множеством званий и регалий. Но, конечно, самые главные – признание и любовь как коллег по цеху, так и зрителей. И свет, и музыка, и декорации, и костюмы. Он все за этим внимательно следил. Что-то ему не нравилось, он заставлял переделывать. Цеха, постановочные цеха, декорационные, костюмерные. Нас он тоже заставлял все, чтобы спектакль работал как часы.
В связи с кончиной своего руководителя в театре отменили постановки. По словам актеров, они просто не смогли бы играть без слез на глазах. Декораторам пришлось вновь преобразить сцену. На этот раз для прощания с маэстро. В понедельник Михаил Рабинович вновь будет в этом зале, но уже в последний раз. Ушел не просто наставник и старший товарищ, но и целая эпоха. Артур Шамсудинов, Булат Садриев и Рашид Кадыров. Итоги недели. Массовая вакцинация от COVID-19, налог для богатых и возвращение вытрезвителей. С января этого года в силу вступили ряд нововведений. Вакцинация от коронавируса теперь станет массовой. Сейчас прививаются только специалисты, которые находятся в группе риска. Медработники, учителя и сотрудники правоохранительных органов. Вакцинация будет добровольной и бесплатной. Налог для богатых. Так уже прозвали повышенную ставку НДФЛ. На доходы свыше 5 миллионов рублей она составит 15%, вместо привычных 13%. Как пояснил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, полученные от такого повышения средства будут адресно направляться на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями. Также он указал, что если человек продал квартиру или машину, получил крупную выплату по страховке, его доход может превысить порог в 5 миллионов рублей. Однако это будет разовое превышение, и облагать его повышенным налогом неправильно. Поэтому в данном случае будет сохранена ставка в 13%. В Россию возвращаются вытрезвители, но принимать решения об их открытии регионы и муниципалитеты будут самостоятельно. Вводится система правоотношений по их организации. Они могут быть созданы и на принципах партнерства с частными структурами. За регионами закрепляются полномочия по оказанию помощи тем, кто находится в общественных местах в состоянии опьянения и утратил способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке. Сигареты подорожают. Акциз на них в 2021 году вырастет на 20%. По данным Минфина, табачные изделия в рознице подорожают в среднем на 20 рублей. Ведомство объясняет эти меры борьбой с курением. Новые акцизы установлены и на алкоголь. Их государство решило увеличить на 4%. Связано это с решением правительства развивать виноградство и виноделие. Продаваться спиртосодержащие продукты будут с марками госзнака, и отечественные, и импортные. Требования не распространяются на пиво и пивные напитки, сидр и медовуху. С 1 января начали действовать и новые штрафы для водителей. Автовладельцы будут наказаны рублем, если их машины будут обуты несоответствующие погоде. Запрещается летом носить шины с шипами, а зимой летние. Также по кошельку водителя ударят и неработающие стеклоочистители, стеклоомыватели, наличие трещин на ветровых стеклах в зоне очистки со стороны водителя и дефектное газобаллонное оборудование, неработающие фароомыватели. Страховые пенсии неработающим пенсионерам будут проиндексированы на 6,3%, что выше показателя инфляции. Также увеличится и выплата при рождении первого ребенка. Она будет составлять почти 484 тысячи рублей, а рост материнского капитала на второго составит около 23 тысяч. Сумма в итоге станет 639 432 рубля. На неделе верующие отметили один из главных православных праздников – Рождество Христово. Торжественные богослужения прошли по всей стране. В храмах было многолюдно, несмотря на мороз. Но из-за коронавируса пришлось отказаться от традиционных ритуалов. Как в республике провели службы во время пандемии? Репортаж Айгуль Хатыповой. Чем ближе Рождество, тем радостнее звучат песнопения. Божественная литургия в главном храме Уфы началась за час до полуночи. Перед тем, как возглавить службу, митрополит Уфимский Стерлитамакский Никон поздравил верующих с великим праздником и пожелал им здоровья. Всех вас с праздником, храни всех вас Господь. И все же службы не похожи на те, что были раньше. Сотрудников храмов и прихожан обязали носить маски. Верующим рекомендовали готовить список совершенных грехов на бумаге и подавать священнику. Целовать чашу, крест и руку нельзя. Праздник Рождества – это символ примирения человека с Богом. Рождество предвозвещает искупительный подвиг Иисуса Христа и обновление человеческой природы. Случилось грехопадение, то есть отношения между Богом и людьми расстроились, пришли в разлад, и человеческий мир стал смертным. Бог приходит для того, чтобы изменить эту ситуацию, чтобы вернуть человеку целостность и прийти в этот мир
он избирает сам способ и рождается от Пречистой Девы. Приходит в этот мир, чтобы стать одним из нас. Как говорят сами верующие, Рождество – это праздник души. Он больше не про веселье, а про теплоту и искренность. На Рождество принято быть рядом с самыми близкими, прощать и забывать обиды. Обновление всего, вот как, ну вот говорят обнуление, вот для меня это обнуление. Я считаю, что как бы все, что было, все невзгоды, которые в том году произошли, сейчас это все пройдет, и все будет хорошо. Чистота и обновление. Об этом только и разговоров в рождественскую ночь. Новую светлую эру для всего человечества и провозгласила рождение Христа Спасителя. Под куполами храмов, соборов и сельских приходов. Общие молитвы и общие надежды. Я хочу, чтобы здоровы были мои дети и внуки. И вокруг, чтобы был мир. Долгой жизни всем бабушкам, дедушкам. Самое главное всем – это здоровье. Потому что это самое дорогое, что есть у нас в жизни. Приобщились к празднованию Рождества и те, кто смотрел телетрансляцию, и те, кто вышел в морозную ночь. Сотни миллионов людей по всему миру. Живая цепь веры и надежды, связавшая города и страны. С наступлением Рождества заканчивается и пост. А это значит, что те верующие, которые в течение 40 дней накладывали на себя определенные ограничения, наконец-то смогут встретить Новый год 2021 от Рождества Христова. Завершением рождественских богослужений праздник не заканчивается. Наступают святки. Дни, когда положено веселиться и ходить в гости. А еще это время, когда принято проявлять милосердие, ведь оно лучше всего помогает сохранить обретенное в Рождество душевную теплоту человеческих отношений. Айгуль Хатыпова, Булат Закирьянов, Артур Елаев и Виктор Миренков. Новости Уфа. И сейчас о череде побед. Башкирский биатлонист завоевал золото на Кубке мира. Россияне прервали серию 43 гонок без наград. В Германии продолжается 5-й этап Кубка мира по биатлону. В смешанной эстафете сборной России в составе Ульяны Кайшевой, Светланы Мироновой, Александра Логинова, Эдуарда Латыпова одержала победу. На финише 4-го этапа Эдуард Латыпов из Башкортостана опередил Стурлу Хольмалаграйда из Норвегии на 0,7 секунды. Тройку лучших замкнули французы плюс 12,1. Таким образом, сборная России прервала серию из 43 гонок без медалей. Зеленое дерби осталось за Салаватом. Башкирская команда на своей площадке забила 7 шайб самому принципиальному сопернику казанскому Акбарсу. Главным героем встречи стал Тиему Хартиканин. Финский нападающий Юлаевцев забросил 4 шайбы в ворота соперника впервые в своей карьере. Итоговый счет 7-3 в пользу Салавата. Это первая победа уфимской команды над казанцами в этом сезоне. Следующий матч Салават проведет 12 января против Новосибирской Сибири. На этом все. Оставайтесь в курсе событий с телеканалом БСТ. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.